Еще не так давно атеизм был одной из главных идеологий нашего общества. И не секрет, что сознания нескольких поколений формировались именно под знаменем атеизма. Интересно и то, что на сегодняшний день идея отрицания существования Бога снова постепенно актуализируется. Например, среди молодежи. Причины могут быть самые разные. Многие религиоведы утверждают, что, возможно, всему виной послужил технологический процесс, а также следствие научных изысканий и экономического благосостояния. Все ранее перечисленное – это лишь внешняя оболочка. Однако, любопытно узнать, каково же отношение к атеизму в авраамических религиях. Что такое атеизм? Атеизм – это отрицание Бога. Теос – Бог. Атеизм, то есть отрицательная частица. Наша религия, Священное Писание, говорит: «Рече безумец, несть Бог». То есть мы понимаем, что человек, который говорит о отсутствии Бога, это безумец. Атеизм, в первую очередь, это понимается как безбожие, философская такая структура, которая пытается объяснить вещи, отвергает все, так скажем, чудеса. И понятно, что любая религия, это не только с исламом связано, к атеизму относится нехорошо. В нашем понимании это как болезнь для человека, от которой надо его спасти. В нашей религии, конечно, есть такое понимание, как атеизм. Есть люди, которые говорят, что они не верят в Бога, не верят в то, что Бог сотворил мир. Но мы верим, что в конце концов все дойдут до понимания, что есть Бог, который сотворил мир. Потому что это, если мы заметим, в Торе нет заповеди веры в Бога. Есть заповедь узнать Бога, выучить Бога, познавать Бога. Как таковых неверующих людей-то, в общем-то, и трудно найти сейчас. А своего рода атеизм можно назвать тоже религией. То есть кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Его нет. Доказать отсутствие Божие невозможно. Да, мы говорим, что вера – это дар Божий. То есть это тот дар, который Бог дает человеку. Тебе дал этот Бог дар, и ты считаешь себя человеком счастливым. Если ты этого дара не обрел по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам, то, конечно, с сожалением можно говорить о таком человеке. То, что мы находимся в этом мире, каждый наш день – это чудо, а атеизм пытается, не верить во все эти чудеса. Это неправильно. Как мне кажется, истинно верующему человеку не нужны доказательства научные бытия Бога. Это присутствие Божие мы ощущаем в своей непосредственной жизни. Это может быть, что он говорит, что он не верит, может быть, что он объясняет, что он не верит. Но это лишь для того, чтобы он был освобожден от разных обязанностей, которые обязывается верующий человек. Но внутри он 100% верит в Бога, и мы должны только это раскрыть и показать ему, что он верующий человек. Нужно с уважением относиться к выбору других людей, что, в общем-то, наша русская православная церковь и делает, не навязывать никому своих взглядов, но и в то же время не давать возможность навязать нам чуждые взгляды, как раньше это было в годы воинствующего атеизма, безбожия, который в драматические годы для нашей страны правил здесь, что называется, всем, и наукой, и культурой, и образованием, и пытался еще и вторгаться во внутреннее установление религиозных организаций. Известно, что разделение в каждой общине на понятие «свой» и «чужой» существовало испокон веков. И в течение своей жизни каждый из нас фильтрует окружающий мир посредством подобной классификации. А как воспринимают отрицающих Бога людей представители монотеистических религий? Вообще, в нашей религии самое главное, самое важное – это любовь к ближнему. Любить, уважать. И тем более, если есть неверующий человек, тогда его надо любить и уважать еще больше. Потому что у нас неверующий человек – это как больной человек духовно, в духовном смысле. И если, не дай Бог, есть человек, который нуждается в помощи, человек больной, тогда, наоборот, к нему надо оказывать более любовь, помощь, понимание.
и обнять его еще сильнее. Если в семье, не дай бог, есть больной ребенок, тогда его любят больше, ему более внимания дается, потому что ему надо помочь. И тот же самый человек, который пока не верит в Бога, это болезнь, потому что жить в этом мире без веры в Бога это невозможно. Это ты живешь как больной человек. А человек, который еще не верит в Бога и отрицает, и говорит, что ему так хорошо, это еще страшнее, потому что больной человек, который говорит, что он не больной, это самая страшная болезнь. Конечно, такие контакты происходят, и общаться так же, как мы общаемся со всеми, общаться, как мы должны общаться со всеми людьми, как общался Христос, с любовью. В нашем сердце не должно быть ненависти пламенной, в нем должна быть горячая любовь. И этой любовью очень часто мы можем привести человека к храму Божьему, мы можем привести человека к Богу. Как замечательно говорил в свое время в своих проповедях митрополит Антоний Сурожский, Блум, кафедра которого находилась в Лондоне, но который был иерархом православной нашей русской православной церкви, был потомок иммигрантов русских. Он говорил, что в жизни каждого человека должна произойти встреча с Богом. Но это не обязательно должно быть где-то до дороги, и ты споткнулся и встретился. Да? Бог приходит к нам и через других людей. И вот иногда, когда ты встречаешь истинно верующего человека, сердце которого открыто ко всем, преисполнено любви к Богу и к ближнему своему, то есть выполняет все главные заповеди, которые нам дал Бог, то этот человек своим не только словом, своей жизнью, да иногда даже просто любящим взглядом и улыбкой открывает себе дорогу в новый, невиданный духовный мир. Мусульмане, они ко всем относятся в первую очередь, то есть любая религия, это обратно чем оттуда, что те, кто любит Аллаха, те, кто любит Господа, да, Творца, они понимают, что любой человек — это творение Господа. И как я сказал, то есть мы относимся к людям, атеистам, к неверующим, скажем так, с сожалением, то есть мы понимаем, что эти люди, скажем, да, не нашли именно истину, они сбились с правильного пути, подскользнулись. И наша первая миссия — это не добить этого человека, а помочь ему встать и найти этот истинный путь. Невзирая на консервативные воззрения людей верующих, религиозных, феномен атеизма существует. И от этого никуда не деться. Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством людей. На работе, в транспорте, на учебе и так далее. Влекут ли за собой опасность представителей атеистических воззрений? И в чем она может заключаться? Отрицание Бога, если оно происходит не на кафедре религоведа, например, да, если это не научные или культурологические, религоведческие дискуссии, в них, в общем-то, ничего страшного нет. Страшное начинается тогда, когда на безумной идее отрицания Бога начинаются безумные поступки. И особенно они опасны для молодежной среды. Ведь помните, замечательная есть русская поговорка: «Свято место пусто не бывает». Если нет в душе Бога, то туда обязательно приходит тот, кто является его прямой противоположностью – сатана. Самое опасное — это, во-первых, для самого человека, во-вторых, для окружения. Для самого человека, человек, который не верит в Бога, тогда, во-первых, он не видит смысла в жизни. Он сам себе строит какой-то смысл. Сегодня это один смысл, завтра это другой смысл. И он может упасть в депрессию, может попасть в тяжелые ситуации, потому что он не понимает, для чего он находится здесь, на этом свете. А для окружения тоже это опасно, потому что человек, который сам себе устраивает законы, сам себе решает, что важно, что не важно, тогда сегодня он понимает, что нельзя убивать, а завтра он докажет себе, что можно убивать. Если, например, мы возьмем Холокост, то, что нацистская Германия, в то время они были самые продвинутые, самая культурная страна, культурные люди, но когда они доказали себе, объяснили себе, что наоборот надо убивать каких-то людей, надо там уничтожать какие-то нации, религии, тогда они себя вели хуже, чем дикие звери. Даже
нельзя их назвать людьми. Увлечение деструктивными культами, теориями, практиками, распространение идеологии сатанизма – это тоже опасно. И опасно оно не просто тем, что оно является отрицанием Бога, оно является попыткой перерождения, особенно это опасно для молодежи, перерождения будущего нашей страны, возвращения его в страшные дебри язычества. И это может происходить всевозможным образом. Это могут быть открытые религиозные формы, это могут быть и какие-то музыкальные проекты. У нас так говорится в исламе. Тот, кто нашел Бога, нашел все. Кто потерял Бога, потерял все. И если посмотреть на мир, посмотреть на всех нас, то есть все работает как часы. То есть, и во главе всего стоит Господь. Тот, кто не знает Господа, не знает, для чего живет, в нем образуется пустота, образуется хаос. Начинаются очень большие проблемы, которые связаны не только с нашей мирской жизнью и той. Из-за этого это страшная вещь. Это, скажем, самый большой банкрот. Поэтому человек, который не верит в Бога, это опасно для окружения, потому что он сегодня понимает, что нельзя убивать, нельзя красть, нельзя врать, а завтра он себе объяснит, что надо, можно, и наоборот, это важно. Поэтому, когда есть вера в Бога, она полноценная, ежедневная, с утра до вечера, с вечера до утра, нет изменений. Ведь чтобы что-то отрицать, нужно вначале познать это. А не познав, нашим детям, а, к сожалению, в этом большие трудности, мы до сих пор бьемся сейчас, дискутируем во всей России под теме «преподавать или нет предмет основы религиозной и светской этики», в котором есть религиозные модули, православие, ислам, иудаизм, буддизм, и так далее. 6 модулей, среди которых есть и светская этика. И вот родители для своих детей могут выбрать, и государство гарантирует преподавание этих предметов, изучение духовной культуры, которая подразумевает, это культурологические предметы, это не религиозные предметы, это не значит, что вместо уроков математики детей заставят молиться, учить молитвы или там суры из Корана заучивать. Нет, это культурологическая светская дисциплина, но она рассказывает о духовных традициях. Потому что если даже этого не будет, вот тогда в эти неокрепшие души и сердца, которые не знают своей традиции, а уже смотрят по сторонам и думают, отрицаю я, принимаю я, воспринимаю я и куда-то иду. Так недолго не только потерять религиозные, национальные, духовные традиции, так недорого и Отечество потерять. Но во всяком случае, в монотеистических, а тем более в авраамических религиях всегда было разделение на контингент людей неверующих вообще и тех, кто верят в целый пантеон богов или поклоняются иным культам. Есть ли в вашей религии принципиальная разница в отношении к неверующим и к верующим, но не в тех богов? Понятие как неверующие, это, скажем, не только мое мнение, эти люди все равно верят в то, что они не верят, так скажем, верят в это неверие, потому что они свято верят в то, что, не знаю, Господа нету, и верят во все другие вещи, идут за какими-то учеными, которые, скажем, может быть, занимают в своей жизни такое место, как место пророка, верующего человека. Мы, как мусульмане, как к ним относимся, как я уже вначале сказал, мы понимаем, что это все творение Господа. Во-вторых, то есть, если так возьмем по категориям, дело в том, что самые близкие к нам, мы понимаем, что это те люди, которые верующие, так скажем, и те, которые неверующие, мы не можем, скажем, есть их пищу, так скажем, мы не можем на них жениться, но при этом есть понимание как эхли китаб, то есть это иудеи, христиане, эти считаются самые близкие люди к нам, и, например, с ними у нас уже другие, скажем, отношения, мы имеем право жениться на них, мы едим их пищу. Когда мы собираемся на свои заседания,
а они проходят достаточно часто. В последнее время они проходят с участием главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова и очень часто даже в помещении зала заседаний Совмина Крыма. Мы не обсуждаем, что нас разъединяет. Мы, конечно, разные, ну, безусловно. И представление о религиозных доктринах у нас бывает диаметрально противоположным. Но мы не обсуждаем то, что нас разъединяет. Мы обсуждаем то, что нас объединяет. А что нас объединяет? Как замечательно говорил святейший патриарх Кирилл на межрелигиозном саммите, который состоялся, если я не ошибаюсь, в городе Баку в 2008 году. И, кстати, говорил он это, находясь в мусульманской мечети, где собрались в том числе и лидеры различных конфессий. Он сказал: да, мы разные. Мы разные, но в то же время между нами есть нечто общее. Что же общее между нашими народами, православным, например, и мусульманином? Мы народы молитвы. Мы народы молитвы, а молитва – это всегда призыв к любви, это всегда призыв к милосердию, это всегда обращение к Богу. И нет таких молитв, если мы, конечно, говорим о традиционных конфессиях, которые бы призывали к ненависти, вражде, неприятию друг друга, нелюбви по отношению к друг другу. Вот это общее то, что нас объединяет. Поэтому мы стараемся в Крыму, в нашем межконфессиональном совете, который возглавляет владыка Лазарь и муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Эфенди, мы стараемся вот эти моменты, объединяющие нас, находить и развивать. Отношения, в конце концов, она одинаковая. Например, я принесу такой пример, что у нас для того, чтобы мы смогли полноценно молиться, полную молитву, правильно, надо собрать 10 евреев, как минимум. Это называется у нас миньян. Но не имеет значения, кто находится в этом миньяне, верующий еврей или который говорит, что он неверующий. Сам факт, что он еврей, это уже дает возможность, если собрались 10 евреев, это уже дает возможность молиться в миньяне. Каждый человек, каждый еврей, даже неверующий, он в конце концов еврей, и у него есть вот эта душа, которая не имеет значения верующий, неверующий, она всегда светит. Муфтий мусульман Крыма, когда были баталии возрождать или не возрождать Александро Невский собор, Межконфессиональный совет Крыма принял такое решение. И, кстати, первый документ, который подписал муфтий, будучи уже в этом Межконфессиональном совете, это был призыв к возрождению Александра Невского собора, который уже, слава Богу, под патронатом нашего президента Владимира Владимировича Путина завершается его уже роспись. И очень скоро, я надеюсь, что мы будем ждать радостного момента его освящения. Равно как и митрополит Лазарь обратил свое слово в Государственном совете о том, что необходимо выделить для мусульман Крыма, для крымских татар, необходимо строить соборную мечеть. И, кстати, владыка Лазарь вместе с муфтием мусульман Крыма, вместе с главой республики присутствовал при начале строительства. Нажали на кнопку и пошли строительные работы заливать бетон на здание соборной мечети. Поэтому мы стараемся достучаться до нашей молодежи и стараемся, чтобы они общались между собой, должны вместе общаться, вместе жить, для того, чтобы наш Крым процветал в единстве всех народов и его населяющих. Мы живем в современном мире, где каждый день изобретается что-то новое. Обнаруживаются новые воззрения и истины. Как в вашей религии относятся к научным изысканиям, основанным на атеистических принципах? Наша религия спокойно относится к научным изысканиям, в том числе и на атеистических принципах. Вызывает большое сомнение другое, когда многие изыскания, еще не завершив, не выйдя из экспериментальных лабораторий, уже с каким-то умыслом, я так думаю, пытаются внедрять в практику. И здесь уже, конечно, не до дискуссий научных. Здесь уже речь идет о сохранении человеческого рода. То есть каждый раз, когда мы пытаемся вторгнуться в Божий замысел о человеке, о земле, ну, например, когда мы обсуждали идею клонирования,
К чему это может привести? Создание искусственного интеллекта. Современная цивилизация достаточно много вызовов дает верующему человеку. Но есть такая притча, что когда-то вот как раз Раввин спорил с атеистом по поводу вот человек был сотворен от обезьяны или от человека. Тогда Раввин сказал этому атеисту, что если ты хочешь, чтобы твои предки были обезьяны, тогда, конечно, пожалуйста, я не сопротивляюсь, но поэтому ты пойми, почему твои дети к тебе относятся так, как к тебе относятся, потому что они понимают, что ты ближе обезьяне, чем они. А Раввин говорит, а я наоборот, я верю, что я был сотворен, мои предки был Адам Ришон, первый человек, был сотворен руками Бога, поэтому для меня это более важно, более близко, более приятно. Поэтому мои дети ко мне относятся по-другому, потому что они понимают, что я ближе к нашим предкам Авраам, Ицхак, Якову, ближе, чем они. Поэтому они ко мне относятся с более уважением. Но, конечно, на каждый вопрос есть свой ответ, и можно доказать, что это не так, что реально Всевышний сотворил мир. Именно каким научным изысканием, это надо подробно, может быть, каждый разбирать, но наука, как и все, что есть в этом мире, все сотворено Господом, и как бы никогда наука не противоречит именно, скажем, религии. Наука, которая построена, как, скажем, на атеистических каких-то там предположениях, да, скажем, там, научный атеизм, например, который очень долгое время у нас преподавался и в институтах, и в других местах, то есть на тех вещах, которые, так скажем, пытаются заменить истину какими-то догадками. Я же говорю, это тоже как занимает как место веры, потому что человек, который не верит в Господа, начинает придумывать какие-то другие, скажем, вообще нелепые вещи, начинает в них верить. Экстракорпоральное оплодотворение. Казалось бы, что здесь плохого? Последние годы об этом много говорится, да? Есть пары, которые не имеют детей, вот наука, медицина помогает. Но каким образом помогает? Когда создается искусственно несколько эмбрионов, из 10 эмбрионов уничтожается 8 или 9, то есть что убивается, да? Остается только самые жизнеспособные. Вот что это? Это наука? Или это нечто подобное тем бесчеловечным экспериментам, которые проводили немецкие фашистские захватчики в концлагерях? Лично я считаю второе. Хотя они тоже считали, что они занимаются наукой. Они создают новые лекарства, ищут новые методы лечения и прочее, прочее, прочее. То есть всегда должна в науке присутствовать этическая сторона. И вот церковь об этом настоятельно говорит. Есть в Русской Православной Церкви основы социальной концепции, принятые в 2000 году, где эти вопросы достаточно широко рассмотрены. И вот было бы хорошо, чтобы наши ученые тоже приоткрывали эту завесу этических вопросов перед своими научными исследованиями. Наука и ислам — это те вещи, которые друг другу не противоречат, и как бы корни, фундаментом науки как раз-таки как бы является в определенный период именно исламская цивилизация. И как бы то, что, скажем, домыслы, так скажем, тех атеистических каких-то там изречений, мы понимаем, что они не имеют под собой никакой основы и, скажем, да, неким образом они это доказать не могут. Если мы найдем книжку, которая лежит там на полу, поднимем книжку, прочитаем какую-то интересную историю, какую-то интересную сказку, тогда понятно, что самый простой и самый глупый человек поймет, что это был человек, который взял ручку, написал книжку, или придумал сказку, или где-то написал документальную сказку. Но это не может быть, что вдруг там появилась где-то какая-то чернила, она упала на бумажку, и вдруг там нарисовалась какая-то такая интересная, забавная история или сказка. Это, конечно, человек, мир наш намного более красивый и уникальный. Каждый из нас вполне имеет право на свободу совести и вероисповедания. В современном мире как религиозный человек, так и представитель противоположной идеологии имеют абсолютно равные права и обязанности. Это также закреплено на законодательном уровне. Однако, испокон веков человек устроен так, что ему необходимо во что-то верить. Важна некая опора.
на которую можно положиться и надеяться. Посредством первых верований объяснялись различные явления вокруг. Культы включали в себя также защитную функцию от всего негативного. В наше время у нас есть нечто большее, чем просто верование – единобожие, которое основывается на священных писаниях, догмах. Это верное руководство к нашей жизни, вечный двигатель, регулятор порядка в этом бренном мире.